Трудности боулдеринг. В Якутске прошел чемпионат по 2 видам скалолазания. Спортсмены входят по очереди и садятся спиной к скалодрому. Увидеть трассу они смогут только после того, как начнется отсчет времени. 5 минут и неограниченное количество попыток. Трассы всегда уникальны. И суть в том, что разгадать загадку постановщика. Трасса – это всегда загадка. Ну, иногда еще бывает, трассы ломают, когда постановщик задумал одно, а ты ее обманул и пошел по-другому. Но тут главное – результат. Аарон Лис занимается скалолазанием 5 лет. Начинал в студенческие годы в Байкальском институте. Тогда именно там располагался единственный скалодром в Якутске. Теперь место встречи скалолазов – столичная школа номер 2. Как спорт – это у меня только чуть больше года. Изначально я рассматривал скалолазание как своего рода фитнес, такое интересное занятие, увлечение. А потом просто занимаясь им, я стал понимать, что это очень хорошее развитие. Во-первых, это физическое развитие. Во-вторых, это и думать надо. Более 200 людей занимаются в регионе скалолазанием. Действующих скалодромов в Якутии 2 – в Нерюнгри и Якутске. И вскоре появится в Устнере. Появилось много молодежи, потому что первый раз, когда я приезжала, там участвовали ребята, которые уже давно занимаются. И так как бы поддержать было все. А сейчас явно, что процесс пошел, вовлекаются новые люди, и главное – дети. Лазят, конечно, по скалам, но сами знаете, какое у вас лето короткое, жаркое, да, и комаров много, видимо. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы власти города и республики обратили на это внимание и помогли построить, конечно, скалодромчик. Федерация альпинизма и скалолазания была создана в 2015 году. Тогда же и построен скалодром при второй школе. Для учеников занятия в этом спортивном сооружении входят в школьную программу. Ну, в дневное время он работает как по учебному плану, но с 7 часов вечера до 9 он открыт для всех. Из-за нехватки времени, то есть пространства скалодрома, можно заниматься с малых лет, но мы упор делаем с 5 лет из-за того, что по графику у нас занятость очень большая. Скалолазание – олимпийский вид спорта. Что касается его стоимости, то заниматься альпинизмом гораздо дешевле, чем, например, кататься на горных лыжах или играть в большой теннис. Юлия Великодная, Илья Сыромятников, Якутск.